Эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Здравствуйте. Об эпидситуации на сегодняшний день, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженным. По данным Управления Роспотребнадзора, на территории республики зарегистрировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей республики зарегистрировано 67 случаев. Данная цифра является достаточно критичной для города Якутска, в связи с чем еще раз обращаем внимание на необходимость соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. В Мегино-Кангаласском районе есть определенное снижение, тем не менее, непосредственно в 12 случаев сегодня там зарегистрировано, 8 случаев зарегистрировано в Усть-Алданском районе, и, соответственно, что не может быть находиться на особом внимании. В Вилюйском районе зарегистрировано 3 случая, по 2 случая зарегистрировано в Амгинском, Верхневилюйском, Верхоянском, Кобяйском, Момском, Намском, Среднеколымском и Хангаласских улусах. По 1 случаю зарегистрировано в Алданском, Ленском, Маймиконском и Мирнинском улусах. Необходимо обратить внимание, что достаточно долгое время без новых случаев находились районы такие, как Ленский, Мирный, Ленский и Мирнинский район, в связи с чем просим обратить особое внимание, в том числе и граждан этих районов, на необходимость санитарно-эпидемиологических требований. На территории республики в целом было проведено 3575 исследований на новую коронавирусную инфекцию. И всего с начала пандемии у нас обработано 1 092 341 тест. Лаборатории работают как Управление Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия, так и учреждения здравоохранения. Лаборатории работают в срок и достаточно быстро, в том числе и путем СМС-оповещения, дают информацию о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции при сдаче анализа в соответствующем учреждении здрава или управления Роспотребнадзора. На настоящий момент в республику поступило 154 084 дозы вакцины. Первую вакцину получили 132 560 человек, в том числе 32 916 лиц старшего возраста 60 лет. Из поступившей вакцины основная вакцина используется в городе Якутске и Мегино-Кангаласском районе. Вчера за сутки в городе Якутске непосредственно у нас было вакцинировано на почти 1000 людей больше, чем за прошедшие сутки. В целом использовано 8,6% от общего объема вакцины, поступившей в республику. От имени правительства республики, главы оперативного штаба благодарим тех граждан, которые беспокоятся о собственном здоровье и о здоровье близ окружающих. И, конечно же, невозможно не поддерживать позицию тех, кто считает, что вакцинация сегодня не только является непосредственно способом для того, чтобы предотвратить инфекцию, но и способом того, чтобы создать безопасность для тех, кто рядом находится с ними. Вчера мы получили постановление главного санитарного врача по республике Саха-Якутия 19 мая за номером 3, пунктом которого определено: предприятия всех форм собственности обязаны обеспечить иммунизацию работающих против новой коронавирусной инфекции. Сегодня в республике развернуто достаточное количество вакцинальных пунктов, как мобильных, так и стационарных, на которых возможно исполнение постановления главного санитарного врача. Необходимо обратить внимание на то, что постановление главного санитарного врача является обязательным для исполнения на всей территории Республики Саха-Якутия, в связи с чем соответствующее постановление доведено до всех руководителей предприятий, и соответствующая ответственность за его неисполнение предусмотрена действующим законодательством. От имени правительства республики мы приглашаем оперативного штаба сегодня всех на вакцинацию. Сегодня проходит массовая вакцинация. Практически можно найти ее сегодня практически во всех наших как учреждениях культуры, так и учреждениях здравоохранения. Это естественно для того, чтобы понятно и доступно, где понятным, доступным образом вас встретят врачи. И каждый врач, при том, когда вы заполняете анкету, очень четко скажет, положена вам вакцина или нет, исходя из вашего состояния здоровья.
Огромная просьба гражданам республики не делать выводов о той или иной возможности вакцинирования, исходя из домыслов, которые есть в сети WhatsApp, иным образом полученным. Когда вы придете на вакцинацию, доктор вас осмотрит, доктор с вами переговорит, и только доктор определит, может или отсутствие или наличие каких-либо противопоказаний для вакцинирования. Здоровья всем! Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу с последней информацией о текущей эпидобстановке. Далее расскажем о других новостях, а вот главные темы. Половодье может привести к подтоплению Среднеколымска. Под угрозой дома в низинах и взлетно-посадочная полоса. Жители Алекминска активно борются с коронавирусом. Вся партия первого компонента вакцины уже реализована. Между тем, в Вилюйском районе создали специальную комиссию по борьбе с IT-преступлениями. Как она сможет помочь жителям? Пониженные участки и взлетно-посадочную полосу аэропорта может подтопить в Среднеколымске. Таковы прогнозы регионального управления МЧС. Активная фаза ледохода на Колыме проходит по территории Среднеколымского района. Уровень воды у райцентра близок к критическому. До опасной отметки осталось менее полуметра. Сильно лучше обстоят дела у Зырянки. Там до максимально допустимого уровня более 3 метров. Уровень воды у города Среднеколымск составляет 1182 сантиметра, при критическом 1200 сантиметров. А верхняя кромка в районе местности Вяткино наблюдается редкий ледоход. У населенного пункта Зырянка уровень воды составляет 515 сантиметров, при критическом 850 сантиметров. Общая протяженность ледохода составляет 157 километров. В случае образования заторных явлений ниже по течению реки сохраняется вероятность повышения уровней воды у города Среднеколымск с подтоплением пониженных участков местности, а также взлетно-посадочной полосы аэропорта города Среднеколымск. Напоминаем, что в городе Среднеколымск работает оперативная группа Главного управления МЧС России, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации специалисты окажут посильную помощь населению. Уважаемые граждане, при поступлении сигнала внимания по системе оповещения немедленно пройдите эвакуационные пункты. Говоря о других водоемах в Якутии, итак, на реке Вилюй ледоход проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка вышла в устье, верхняя возле Хатырык-Хамо. Там вода ниже критической отметки почти на 3 метра. На реке Оленек активная фаза проходит по территории Оленекского района. Критические отметки не достигнуты. Протяженность ледохода 330 километров. 23-25 мая ожидается ледоход на территории Булунского района. На реке Яне активная фаза на территории Верхоянского и Устьянского районов. У гидропостов вода ниже максимально допустимых значений почти на 5 метров. В ближайшие 2-3 суток ожидается вскрытие реки в устьевом участке. И на реке Индигирки в Верховьях наблюдается разрушение льда. 21-23 мая прогнозируют подвижки на участке Усть-Нера, Усть-Мома, Белая гора. На главной артерии реки Лени ситуация следующая. Нижняя кромка 10 километров ниже села Графский берег. Уровень воды там ниже критического более чем на 1,5 метра. Верхняя кромка ниже Покровска. Вода более чем на 6 метров ниже допустимого значения. Уровень у Якутска начал падать. По данным на 10 часов утра 5 метров 97 сантиметров, при критической отметке 8 метров 27 сантиметров. А у поселка Кангаласы до опасного уровня всего 33 сантиметра. Ледоход средний. Теперь о лесопожарной обстановке. По данным авиалесоохраны, за прошедшие сутки ликвидировано 2 природных пожара. Это поспособствовало уменьшению площади горения на 17 гектаров. На тушение привлекались 26 человек, 4 единицы техники. Особый противопожарный режим действует на территориях Аймиконского, Татинского, Тампонского, Верхневилюйского, Вилюйского и Сунтарского районов Якутии. Спасатели и огнеборцы рейдируют Татинский район. На днях туда прибыл самолет Ан-2 для контроля над лесными пожарами. В данное время очагов нет. До этого был зарегистрирован 1 пожар в зоне населенного пункта Чичимах и 1 в авиационной зоне в Усть-Тате. Самолет к нам прибыл для обслуживания нашей территории, осмотра территории на случай возникновения пожаров и обслуживания. Да?
Ну, там, может быть, переброски будут какие, допустим, на другое отделение. Такое тоже бывает. Раньше я летал, а потом перешел на наземную, да, службу. Сейчас у нас летна будет Тимир работать. Я думаю, что все нормально будет. В Вилюйском районе создали специализированную комиссию по борьбе с IT-преступлениями. Как она сможет помочь жителям, выясняла Анна Васильева. В связи с увеличением в Вилюйском улусе случаев хищения у граждан с использованием средств мобильной связи и сети интернет, на днях в районе был создан оперативный штаб, работа которого будет направлена на профилактическую работу среди населения, на составление аналитических фактов совершенных преступлений, на изучение гражданами законодательства, касающееся преступлений в информационной среде. Как показал анализ, потерпевшими становятся жители района различных возрастных групп. Основными причинами, способствующими совершению преступления, являются покупка товаров у непроверенных интернет-магазинов по предоплате, сообщение данных карт посторонним лицам и желание выиграть несуществующие денежные средства. В связи с этим нами особое внимание уделяется профилактике данного вида преступлений. Только успешное взаимодействие субъектов профилактики на всех уровнях приведет к противодействию данному виду преступлений. Хищения, совершаемые с применением средств сотовой связи сети интернет, это новый вид преступности. Методы конспирации злоумышленников, используемые ими способы отличаются от традиционных. Поэтому расследование таких преступлений требует от сотрудников новых тактических подходов. Так, за последние 4 месяца в районе было возбуждено 20 уголовных дел, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В мае прошлого года заказала товар через Инстаграм. На отзывы не смотрела, подумала, что это действующий магазин, который находится в Италии. Заказала товар, а товар не отправили. В общем, ждала где-то полгода, потом написала заявление в полицию. Вот. И спустя где-то после того, как написала заявление, в такой достаточно короткий промежуток времени нашли злоумышленницу. И злоумышленница мне вернула всю сумму ущерба. Сотрудники полиции по Вилюйскому району проводят постоянные беседы с гражданами на тему профилактики телефонного и интернет-мошенничества и убеждают: не верьте ни единому слову злоумышленников. В случае, если имеются основания полагать, что в отношении вас предпринимаются мошеннические действия, либо вы уже стали жертвой, необходимо незамедлительно обращаться в отделение полиции. Анна Васильева, Александра Хабычарова, Вилюйский улус. Весь полученный первый компонент вакцины от коронавируса реализовали в Алекминске. С момента старта поставок туда было выделено 3500 доз. Насколько охотно прививаются алекминцы? Материал Елены Фаст. В Алекминском районе продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. Всего в район на сегодняшний день поступило 3460 доз. Первой вакциной охвачены все 3460 человек. А вторую вакцинацию ждут 2450 человек. Но ждут, соответственно, до срока оптимального, через который можно вторую вакцину получить, то есть это 21 день. Это составляет около 24% от 70% взрослого населения. Мы должны привить около 13 тысяч человек. За весь период поступала вакцина ГАМ-Ковид-Вак и Эпивак-Корона. Последние 3 поступления – это Эпивак-Корона, надо отметить, более удобный для медиков при транспортировке и хранении. Вакцинация идет достаточно активно, люди интересуются поступлением. С начала поступления вакцины очень хорошо отработали. Группа приоритета – это медики, управление образования и работники социальной защиты. Среди наследников хочется отметить слаженную работу медиков и глав, таких как Дельгей, Дабан, Чапаева, Иднях, Саньяхтах, Малакан. Они очень хорошо отработали. На сегодня у них охват около 30%, у некоторых полностью охват населения.
подлежащих вакцинации. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Якутия и Алроса заключили договор о социально-экономическом развитии региона сроком на 5 лет. В Мирном его подписали глава республики Айсен Николаев и гендиректором алмазного гиганта Сергей Иванов. Документ закрепляет сотрудничество сторон при реализации социальных проектов и программ, которые направлены на развитие образования, здравоохранения, занятости населения, науки, охраны окружающей среды, благоустройства территории, культуры и спорта. На это в 2021 году Алроса направит 700 миллионов рублей. В период с 2022 по 2025 годы не менее 800 миллионов рублей ежегодно. Программу кэшбэка за путевки в детские лагеря запустят 25 мая в России. Она компенсирует 50% стоимости путевок. Мерой поддержки смогут воспользоваться свыше 350 тысяч детей. Ранее наш телеканал передавал, что правительство России выделило 5 миллиардов рублей на реализацию данной программы. Почти 600 детских лагерей откроют в Якутии в этом летнем сезоне. Охватить планируют 38 тысяч ребятишек. В этом году из регионального бюджета выделено 50 миллионов рублей на улучшение материальных баз стационарных учреждений отдыха. Средства направлены на ремонт корпусов и площадок. А за следующей неделе начнется прием заявок в онлайн-формате на получение путевок. Согласно требованиям Роспотребнадзора, наполняемость должна составлять не более 75%. Предусмотрена работа по двум схемам. Первое. Вожатые работники и дети в течение 21 дня не покидают территорию лагеря. Вторая. Организация вахтовым методом. То есть сотрудники учреждения должны будут предъявлять каждую неделю справки об отрицательном результате на ковид. Родители могут подать заявление в лагерь на портале государственных услуг. Также в этом году вводится туристический кэшбэк. Это означает, что 50% от стоимости путевки будет возвращена родителям. То есть где-то примерно в течение 5 дней. Но там нужно будет оплатить. То есть этот кэшбэк можно получить через оплату по сайту. Обязательно картой МИР должен быть. Тысячи якутян уже задумываются о предстоящем отпуске. Кто-то поедет на дачу, кто-то будет осваивать маршруты внутри Якутии. Но многие решат отправиться за пределы, если позволит эпидобстановка, само собой. Что готовит этот туристический сезон, узнал Максим Кардозо. Вопрос, куда поехать отдохнуть, один из самых востребованных сейчас. В условиях закрытых границ и пандемии уже второй год подряд российские курорты – это тот вариант, который выбирают многие. Тем более, что кэшбэк за путевку внутри страны продлили и на этот сезон. Таким образом, вернуть можно до 20 тысяч рублей, потраченных на отдых. Точно больше 20% дополнительного потока наши регионы, в первую очередь черноморские, получили благодаря кэшбэку. И, на мой взгляд, это просто одна из самых действенных мер поддержки не просто внутреннего туризма, но и потребителя в первую очередь. Потому что я напомню, что деньги получает не участник рынка, а именно турист. Это, конечно, стимулирует всю историю, то есть по цепочке это большое значение имеет для всей индустрии. Традиционно самое популярное направление – это Краснодарский край. Ольга Гусейнова в этом году перебралась с семьей из Якутии в Анапу и решила открыть гостевой дом. К приему гостей уже все готово, тем более, что сезон обещает быть жарким. Сочи, Анапа, Геленджик, по всему Черноморскому побережью, что сезон будет вау-вау, очень бурный. Уже сейчас идут брони, люди звонят, люди беспокоятся, люди готовы отдыхать. Несмотря на пандемию, можно улететь и за границу. Открыты Арабские Эмираты, Куба, Кипр и еще ряд стран. Правда, многих интересует вопрос, когда запустят чартеры в Турцию, где привыкли отдыхать миллионы россиян. По Турции ведутся переговоры. Приезжала делегация турецкая и прошла встреча на достаточно высоком уровне. И по нашей информации на этой неделе станет известно, когда отправится российская инспекционная делегация в Турцию для того, чтобы удостовериться в уровне безопасности отдыха для наших граждан. И, возможно,
в конце мая будет какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с Турцией. По мнению экспертов, многие россияне в этом году продолжат активнее осваивать не только морские курорты и отправиться в путешествия по стране. В 2020-м среди лидеров по туристическому потоку были Бурятия, Алтай, Тюменская область. В этот раз к этому списку могут прибавиться и более экзотические места, например, Якутия. А ведь в нашей республике есть чем удивить гостей. Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Москва. На этом пока все. До встречи в эфире.